Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Якут сегодня». В студии работают режиссеры Мария Сунхалырова и Николай Слепцов-Айдын. И я ведущий Дедюкин Андрей Семенович. Буквально послезавтра в нашем городе начнется международный фестиваль «Тонг-джаз». 16, 17, 18 февраля в Государственном цирке пройдут концертные мероприятия с участием приглашенных гостей. И сегодня у нас в гостях директор Государственного цирка Сергей Васильевич Расторгуев. Добрый вечер. Добрый вечер. И руководитель оркестра цирка Егор Ефимов. Здравствуйте. Прежде чем мы будем освещать предстоящие события, хотелось бы спросить у вас об истории возникновения этого фестиваля, как это все начиналось, когда, сколько уже идет. Так, когда построили наше здание нового цирка, новое здание нашего цирка государственного, и мы года через 2, по-моему, я сегодня не удосужился посмотреть, начали уже организовывать вот эти фестивали. Но на самом деле, когда создавался цирк указом Михаила Николаева в 1994 году, уже когда мы получили новое здание, уже ушли от в то время театр эстрады был уже филармонией, потом концерт. И когда мы оттуда пошли уже как синтез-театр района отдельно и стали цирком, я уже начал тогда создавать. Главный цирк должен быть с оркестром, балетом, там и остальное, кроме артистов и разные технические службы. И тогда через года 3 у нас там Аял Малышев работал, там человек 4-5 где-то оркестр набрали. Потом к нам присоединился Андриан Егоров, и вот тогда уже началось такое активное создание оркестра при цирке. Но уже потом, в 2004 году, когда Вячеслав Штыров, второй президент, принял решение о строительстве нового здания цирка, когда построили, открыли, как раз Игры «Дети Азии» были в 2004 году в июле. И мы начали думать о создании фестиваля. Как называть это было тоже Да, название. В то время сложно было назвать. Тогда Юрий Козловский, замминистра, работал культурой. И его брат Борис Козловский. Вот они все поддерживали. Но я в Барнаул полетел, И до этого в Екатеринбурге, когда Свердловске еще в 90-х годах, 80-90-х годах, 89-90-м, когда мы там тоже создавали свои программы с Марфой Петровной, своей моей супругой, мы там уже начали. Я сам окончил музыкальную школу в Баяне, и с музыкой был как-то очень близок. И там я начал заниматься на ударных, кроме своего жонглирования там и так далее, да. И познакомились, и на фортепиано занимался, чтобы как-то свою технику набить. Потому что там 1,5 года были. И там познакомился с музыкантами, и самое главное, познакомился с ударником, с барабанщиком Игорем Захаровым. Он был тогда уже такой рекорд Гиннесса, уже был известен как рекордсмен Гиннесса России. В сутки он 24 часа на ударных стучал. Да. Целые сутки. Я вообще тогда удивился, с музыкантами, один, там, в общем, к нему присоединялись. Такой долгий процесс. 24 часа он был таким известен, и джазовым барабанщиком он был известен уже не только в России и за рубежом. И вот с ним, с Марфой, у него были музыканты, мы с ними начали. Я играл на хамусе, пластика, ударные, Марфа пела. И вокруг нас
с Марфой, они создали такой ансамбль, и назвали еще. Ну, Игорь Захаров был инициатор театра этноджаза. ТЭТ назывался. И мы участвовали в нескольких фестивалях международных, ну, такой этнический джаз. Мы свое, они вокруг нас. Интересно получилось. Даже в этот Пиарну, в Эстонию съездили на международный фестиваль джазовый. Свердловский, Новосибирск участвовали. Ну, потом когда вот закончили, когда вот цирк уже создали, когда новое здание построили, когда мы организовали новый фестиваль, я вот приводил Игоря Захарова, к нему ездил, и мы тоже вместе об этом думали. Потом, когда уже начали думать об этом на фестивале, вот в Свердловске, интересно, вот когда название должны были придумать, здесь, в Якутске, было такое предложение с Министерством культуры, с Козловским, там, Diamond Jazz, типа там, Diamond Jazz. А это как-то много же даймондов в Якутске. И мы с Игорем вот, в Свердловске как раз сидели, разговаривали, с ребятами встречались, и он там сидит, он же ударник. Что у вас такое, ну, чем отличается Якутия? Ну, мерзлота, там, вечно то, сё, там. Он говорит, ну, по-якутски так. Ну, я говорю, ну, как, ну, там, то, сё. Потом говорю, ну, холодно, тон, тон, по-якутски тон. Он говорит, тон. О, тон джаз. И вот так вот здесь родилось вот это имя. И мы там ездили к ребятам, его друзьям, и он там везде ну, как бы предлагал, говорит, вот тон джаз там хотим назвать. Как вот? Да, здорово, интересно, тон джаз, тон. Ну и само слово. А потом по-якутски, да, как написать. По-русски-то тон, это же тоже как бы музыкальный термин. Да, вот музыкальный тон, как бы, и в то время тон наш якутский сейчас да. И вот это как-то подошло, здесь всем понравилось, и вот это вот название оттуда родилось точно. Вот с Игорем, когда мы сидели там, немножко там по бокальчику, пиво. Тогда рождается же творчество, интересно было. Ну, короче, потом я вот там посоветовался, он тоже мне посоветовал, я решил, надо организовать. Вот у нас Андриан Егоров, оркестр создавал, потом Куприянов, Владимир был в Москве, в ТМИ, мастерскую эстрадного искусства. С ним были связаны, его привезли, это когда уже создавали первый фестиваль. Вот как раз, кстати, я вот одел первого фестиваля футболку, там джаз. Вот, поэтому, вкратце рассказывать, я, когда мы создавали, полетел в Барнаул, узнал, там фестиваль проходит. Андриан Егоров, давай создадим, организуем. Ну, я как директор, он там оркестр создавал, полетел в Барнаул на фестиваль, и правильно там дошел, когда гримерка, фестиваль идет. Я первый раз вообще на фестиваль джазовый пошел. Интересно все. Ну, как в то же время такой я был, моложе, конечно, как сейчас. И пошел сразу в гримерную, и там Игорь Бриль сидит, там еще Кролл сидит, Уральский Диксилент, все такие известные люди. А я к ним заходил, там с Якутии приехал, мы хотим организовать. Вон как раз Владимира Куприянова видно, да. Да, и вот музыканты. Вот, и с ними познакомился, они сразу заинтересовались, мы хотим организовать вот летом, я, по-моему, весной ездил, сейчас точно не помню. И они все заинтересовались, давайте. И Игорь говорит, давай, очень хорошо. Потом еще в ресторан там на обед пригласил, там поговорили. И вот он согласился, Анатолий Кролл там уже, давай подумаем, в этом году не смогу, в следующем, наверное, смогу. Потом уральский диксидент, там еще познакомились с руководителем. Все так очень простые музыканты, простые люди, очень добродушно разговаривали, заинтересовались вообще якут. Все, конечно. Приедем, все организуем, мы организуем, вы приезжайте, поиграете там, то есть. Ну, вот так организовали. Потом Андриан Егоров уже переписывался с Владимиром Куприяновым. Начал уже собирать, вот сейчас как Егор собирает музыкантов, биг-бенд, человек 16, по-моему, да? Да. Да, и вот оркестр собрали, Владимира Куприянова привезли из Москвы, и они там очень долго занимались перед джазовым, перед фестивалем. И вот таким образом, организовали первый фестиваль.
и очень хорошо, в принципе, прошел. Вот на этом, по-моему, фестивале вот Игорь Захаров был, вот Юрий Владимир Куприянов, Уральский дикцилент и Игорь Бриль. И, по-моему, Манукяна там, может, попозже приведи, я сейчас точно не помню. Сергей Манукян, может, тоже потом познакомились. Вот. И вот этот первый фестиваль очень так громко, сильно прошел, и очень интересно. И после этого уже начали другие фестивали организовывать, создавать. И вот еще там интересно, я могу рассказать о том, что вот на первом фестивале, по-моему, Игорь Захаров все время говорил: вот коммусистов же вас много, давайте там соберем коммусистов. И он же знает, там познакомился с рекордсменом, ну, как кто рекорд Гиннесса там создается, организовывает с комиссией. Говорит: вот мы там рекорд Гиннесса сделаем, давайте соберем во время джазового фестиваля коммусистов. И мы где-то 400 или сколько-то собрали. Да, я помню, я там был как раз. Ну, вот, тоже интересно было. И они все так сидели в костюмах. Мы немножко порепетировали и там дописывали. Игорь руководил, дирижировал. И после этого, по-моему, вот этот пошел интерес к этому рекорду Гиннесса, коммусиста, а потом вообще собрали 1000 с лишним. Потом вот это Сехово уже там пошел Осохой там собирать. По-моему, отсюда мы, да, по-моему, начали. Первый вот толчок был именно на том джазе. Это точно так, я думаю. Начали думать: рекорд Гиннесса. Вот. Ну вот, короче, вот так создавался. Потом через Игоря Бриля братьев Бриля привезли, потом Манукян, и вот дальше пошло. Потом вот Егор к нам присоединился в 2012 году, ведь, да? Да. В 2012 году, и уже с Андрианом тесно, уже, можно сказать, Андриан его поднатаскал, можно сказать, молодого музыканта к этому. Ну, к сожалению, он ушел, по-моему, в 20-м, да? Да. Андриан, к сожалению, очень шел, но очень был такой энтузиаст, фанат. И очень я его поддерживал в этом деле. И, конечно, очень рад. Сейчас тоже это дело будем продолжать. Ну, пока у меня так. Да, спасибо большое. Потому что вообще такие вещи только на фанатизме, наверное, продвигаются. Вот. И я очень рад, что Егор сегодня у нас в гостях, наверное, расскажет, как идет подготовка к фестивалю. Ну, вот в 2012 году я присоединился к команде Сергея Васильевича в цирк. В команду сразу же попал к Андриану Анатольевичу Егорову. Вот. Конечно, прошел с ним очень большую школу, очень, на самом деле, серьезную. Вот. Я участник 5-го Тонг-джаза, 5-го фестиваля Тонг-джаз. Это 2014 год, получается, был, да? Это, получается, предыдущий, да. Сейчас у нас 6-й, как бы, фестиваль, который давно будет не делали уже. И мы ровно 10 лет не делали, получается. И я понимаю, почему вот сейчас я понимаю, почему Андриан не делал, потому что это очень сложная, трудоемкая работа. Ну, практически я, получается, занимаюсь этим фестивалем год, да, с прошлого, с Нового года, получается. Вот. Что хочется сказать. Мы вообще в эти даты всегда что-нибудь доделаем в цирке или же не в цирке. Именно в эти даты. Почему? Потому что Андриан организовывал к дате своего дня рождения. У него 19 февраля день рождения. Вот. И после того, как он ушел, у меня появилась, как сказать, это мой учитель все-таки. И вообще он, мне вместо отца был. Вот. И я хотел каким-то образом увековечить его имя. И мне пришла мысль, вообще просто продолжить. Вообще, во-первых, это всю работу имеется в виду с джаз-бендом, который он создал, Station Club, да. То есть мы еще более усиленно начали заниматься, на самом деле. Вот. Также оркестр дальше продвигать. Да. Оркестр продвигать и вообще собирать еще больший состав. То же самое, что и он делал, да, но немножко уже под другим углом, через призму современности уже получается, да, с молодыми музыкантами сотрудничество. То есть состав биг-бенда — это такой серьезный состав, это джазовый оркестр полноценный. Причем, то есть мы любую там классику джаза и не только классику можем сыграть. В принципе, сейчас уже.
Вот. И у меня вот мысль была увековечить его память. Чем, да, именно вот, ну, тогда еще не было такой прям конкретной мысли, чтобы фестиваль именно организовать. Мне хотелось объявить его день рождения днем джаза в Якутии. И вот мы 19 февраля, точнее 18 февраля на гала-концерте объявим о том, что 19 февраля 2024 года, ну и вообще 19 февраля объявляется Днем джаза в Якутии. Конечно, никакого пока что у нас письма нету, но у нас есть, мы уже туда ходили, спрашивали, как это все делается. Сейчас пока мы так объявим, а в следующий раз уже как положено объявим с бумагами, с документами. Вот День джаза в Якутии 19 февраля. И вот к этому дню, получается, к этому объявлению, так получилось, что звезды совпали, и я за эти годы, с 2020 года, ну, очень активно ездил. Да, вот я вижу, у тебя футболка Московского джазового фестиваля. Jazz Band Session Club стал победителем первого всероссийского конкурса джазовых коллективов. Это при поддержке фонда Игоря Бутмана. В Москве проходил Moscow Jazz фестиваль, на который нас пригласили. Мы успешно там выступили. Мы показали свои песни на якутском. Я спел группы Чарон, но уже в джазовой обработке. Свои авторские песни мы спели, инструментальные, авторские тоже композиции. Очень интересная у нас программа была, и мы некоторые из этих композиций тоже сыграем на джазовом фестивале Тонг Джаз, который пройдет вот с 16 по 18 в эти выходные февраля. Вот. И чтобы сделать этот фестиваль, конечно, чтобы вся задумка была, чтобы был основной состав джазового оркестра, то есть биг-бенд, да, чтобы присутствовал, то есть работу провел, да, нужно было собрать этот состав, да, то есть это была тоже очень большая отдельная работа, и мы весной прошлого года, 23-го года, презентовали в малом зале цирка, состоялась презентация джазового оркестра Якутии, и мы назвались, ну, обычно у джазовых оркестров есть название такое более, как сказать, на латинице, так скажем, да, Саха Биг Бенд мы называемся. То есть, по-русски, получается, будет джазовый оркестр Якутии. Вот. И, конечно, мы ищем поддержку спонсоров. Это постоянная работа, постоянный поиск, постоянные переговоры. Вот. Сейчас, конечно, это все держится, во-первых, на поддержке цирка, руководства цирка, на, опять-таки, как ты сказал, на фанатизме, на таком драйве, что ли. Ребята, то есть это абсолютная история не про деньги, это чистое искусство в чистом виде. Причем музыка одно из сложнейших искусств, а джаз еще, то есть внутри музыки, как бы это тоже сложное такое дело. Я не скажу, что мы там сейчас прямо там рвем звезды там и так далее, да, но уже несколько звездочек мы сорвали, это в лице тех вокалистов, которые приедут на наш фестиваль, да. Для чего мы собрали вот этот джазовый оркестр? Сюда к нам джазовый оркестр привезти 16 или 20 человек, там даже если меньше 10 человек, очень дорого, да, далеко и так далее. Чтобы комфортно все это было, да. Будет как бы более рентабельным создать здесь свой хороший, качественный коллектив и звать одного вокалиста, там, звезду, да, и так далее. То есть оттуда. То есть это будет и дешевле, и эффектнее, и будет развитие у нас здесь в музыкальном плане. Вот. Кстати, вернемся потом еще чуть к образовательной части нашего фестиваля, потому что у нас фестиваль на самом деле не только концертный, не только он как бы развлекательного характера, но и образовательного тоже, потому что приезжают очень крутые вот мастера. Вот, небольшую предысторию рассказал. Сейчас какая работа, да, у нас предстоит нам сделать. Мы уже все отрепетировали, уже готовы выйти на сцену. Хоть сейчас, как бы, да, все заряжены, очень активно, мало спим, много двигаемся, много готовимся, там, стрижемся, гладимся и так далее. Вот. А вокалисты какие приедут, да? Это наша, в первую очередь, конечно, наша звездочка Юлина, моя одноклассница. Мы вместе с ней учились в высшей школе музыки. Вот. Давай после рекламы мы основательно продолжим. Да. И хочется напомнить, что 16, 17, 18 числа в Государственном цирке будут проходить концертные мероприятия каждый вечер. Вот. А мы сейчас ненадолго прерываемся на рекламу, и после рекламы вернемся к нашей беседе.
Еще раз добрый вечер. Хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить нам по телефонам 32 00 66 и 32 11 66. А мы продолжаем говорить о предстоящем международном фестивале «Тонг-джаз», который будет проходить в Государственном цирке. И мы остановились на приглашенных гостях, участниках этого фестиваля. Да, главная наша звездочка – это вот моя одноклассница Юлина, участница очень многих разных и международных, и мировых музыкальных событий, не буду названия там, перечислять, потому что их очень много, и они очень такие престижные. Приезжает Юлина и в творческой коллаборации вместе с нашим новоиспеченным джазовым оркестром «Саха Биг Бенд». Вот. Также, у нас там есть, конечно, все не буду рассказывать, всю программу, как бы очень интересные номера тоже будут, да, вот, не только с оркестром. Вот. И приезжает мой товарищ, друг, с которым мы познакомились в арт-кластере Таврида. Получается, там была джазовая школа Игоря Михайловича Бутмана. Вот. Вокалист Вячеслав Явкин. Вот он приезжает из Москвы, и Юлина приезжает из Армении, из Еревана. Вот. Тоже очень хороший вокалист, прям замечательный участник «Голоса» и так далее. Тоже, то есть он и на Первом канале, и на всех каналах он выступал. Очень много своих авторских произведений у него. Но мы выбрали там самые лучшие, и он, то есть, примет наиактивнейшее участие вот на этом фестивале. Вот. Также все, на самом деле, звезды главные, поэтому кого-то выделять очень сложно. Сибель Косе – это вообще певица мирового уровня. Ее называют королевой турецкого джаза. Она приезжает из Турции. Вот. Принцессой европейского джаза ее называют. Второй Эллой Фиджеральд. То есть уровень вокала здесь очень международный. Да, это с ней договаривался как бы, в свой квартет. Взял Алексей Черемизов, это пианист из города Санкт-Петербург, один из ярчайших представителей питерского мейнстрима. То есть в Питере очень много музыкантов, и там уже большая конкуренция, да? И там он является одним из ведущих пианистов джазовых. Вот. Мы с ним тоже общаемся вот уже, наверное, года полтора по телефону чуть ли не каждый день, так как я тоже у него учусь многому. И в организации тоже он помогает там, советами там, и так далее. В общем, очень опытный и прожженный всеми этими фестивалями, всеми этими вопросами человек. Вот. А также приезжает группа Владовский Электрик Бенд. Это уже с Дальнего Востока команда, город Владивосток. Руководитель команды Владислав Якутко. Якутко, скорее всего, в ударении. Вот. Мы с ним познакомились в 22 году. Я ездил, получается, в Владивосток и зашел просто в джазовый бар, и там просто подошел к ним и начал с ними играть. То есть там был обычный джем-сейшн. Вот. Я им очень понравился. И когда мы там уходили за кулисы, вот такие мы якутки, говорили. То есть мы как бы... Фамилия такая. Да, у него фамилия такая. Правда, кстати, да. У него фамилия такая, да, вот. А потом у них там по воскресеньям, по четвергам было мероприятие, Jam Session, да, а у нас уже в четверг вечером уже поезд был обратно в Якутск. Это летом было дело. Вот. И они перенесли свое мероприятие на среду специально для того, чтобы я принял участие в этом джем-сейшене, и я 3 часа с ними играл, выступал, получается. И познакомился со всеми с ними уже даже... Мы даже почти не разговаривали, а мы чисто на сцене играли. Через музыку. Мы играли, да, джазовые стандарты. Это было они уже поняли, да? Очень здорово. Они там делали рекламу, там, то, что вот из Якутии пианист, там, молодой приезжает, там, и так далее. А я Якутко. Вот. Да, а Владислав Якутко. Вот. Вот их очень ждем, они уже завтра прилетают все. Практически все завтра прилетают, только день в день прилетают, получается, Слава, Вячеслав Явкин. Вот. Ну, вот такая вот команда
приезжает к нам, да, очень сильная. Все концерты разные, потому что многие думают, что это типа повторы, но на самом деле это не так. То есть это все концерты уникальные, и каждый номер там тоже уникальный. Вот, то есть это работа, наверное... Абсолютно новая программа, получается. Да, целого десятилетия, наверное, эта программа. То есть это такое большая работа. Одна, суббота другая. Да, воскресенье тоже совершенно другая. Там повторов тоже не будет на гала-концерте. То есть на гала-концерте как бы обычно все выступают. Ну, у нас тоже как бы все будут выступать. И те, которые на втором концерте. На первом концерте выступают Сибирь Косе и квартет Алексея Черемизова. То есть команда у него там тоже состоит в большинстве своем из дальневосточных музыкантов. То есть это ведущие музыканты Хабаровска и Владивостока. Вот. А также, по-моему, Новосибирск там есть, я уже не помню паспорта. Столько паспортов прошло через меня, так скажем, да? Вот. Биг Бенди кто будет? Да, сейчас к этому подойдем. Ага. Второй день, получается, это там у нас из местных участников это Айархан, Чускыры, Джаз-бенд Сейшн Клаб, группа «Немного солнца», группа «Самое время», это наши местные, да, тоже ребята очень талантливые музыканты, наверное, многие их знают, потому что мы всегда везде вот выступаем на всех праздниках, которые здесь у нас есть, да, все играющие активные. Самые активные музыканты вошли в программу фестиваля. Вот. И сольный, это мы как разогрев, получается, там будем. И сольная программа группы Владовский Электрик Бенд. Это уникальная музыка, потому что это, как сказать, авторский материал, авторский дальневосточный материал. То есть, ну, аналогов, наверное, такой музыки, конечно, есть. Это все равно как бы все мировое такое, да, в мировом как бы ключе. Но это очень уникальный материал, который они пишут и будут исполнять. То есть самый интересный концерт для меня, вот если бы я выделял бы, это вот суббота, да, получается. Вот. И в воскресенье гала-концерт. Конечно, большую часть концерта будет выступать джазовый оркестр, потому что это очень такой сложный большой состав. Но музыка будет максимально легкая, максимально, имеется в виду для слушателя, максимально легкая. Конечно, мы очень много трудились, занимались. Было очень сложно с разных организаций ребят собрать в одно время, в одном месте. Слава богу, у нас площадка самая лучшая, подходящая под джазовый оркестр. Это вот у нас в цирке. Вот, мы беспрепятственно, даже под нас там все подстраивалось, вся репетиционная. Большое спасибо руководству цирка и всем моим коллегам. Вот, мы будем выступать с нашими вокалистами. Юлия Кан, Ярослава Мария, это вот наши лучшие вокалисты, получается. Айархан группа. Я написал специально этно-джазовую увертюру, которую так и назвал, как фестиваль называется, «Тонг Джаз». Она будет первым, то есть это будет премьера. Также премьера у нас будет композиция «Кем Келле» на стихи Елены Слепцова-Корсуннах, музыка наша, Егор Ефимов, Валентин Парфенов и Валентина Романова Чускыры. Да, вот и тоже будет премьера, это 2 премьеры подряд будет в этот день. Далее у нас будет очень такая традиционная музыка, будет фанковая музыка, будут мои авторские песни, которые вышли уже на все площадки, музыкальные мировые площадки. Вот. И, конечно же, там выступит с биг-бендом Юлина, Вячеслав Явкин, Сибирь Косе и квартет Алексея Черемизова, Владовский Электрик Бенд, группа из Владивостока. И, конечно же, самый главный номер того, кто это все начал, Сергей Васильевич, будет с нами закрывать все это дело. Самый мощный номер наш. То есть, получается, ну, вообще считается, что джаз – это именно свобода, это стирание границ. Да, демократическое. Да, и искусство получается, от классическое, очень директор сложное. цирка тоже будет активно участвовать. Но я могу добавить, что здесь, в октябре был мой, 50 лет моего творчества, концерты, 2 дня. И мы перед цирком приобрели, посмотрел, все время приглашал Василий Атласов, это ТХЯ, известный всем. И он смастерил очень много таких ударный комплект, ударную установку сделал из якутских бубнов, из якутских инструментов, там очень много. Но здесь которые будут вокруг меня стоять, каким-то образом мы ее там подведем во время финального номера. Да, и я попробую. Ну вот Егор меня уговорил. Давай. Но я думаю, интересно получится. Я должен там сольную на этих бубнах
уже с биг-бендом, большим сахо-бендом сыграть вместе с оркестром финальную. Так. Точку в финале будет или может раньше будет, да? Мы Может еще раньше, решим, да, там, потому что есть немножко технические вопросы, они завтра решатся. Вот как бы либо в презентация середине. от этого интересного, уникального комплекта Комплектный ударной инструмент. установки. Да, в единственном экземпляре такая ударная установка в мире. Так, еще раз хочу спросить, какого числа это будет? 17-го? Это гала-концерт будет 18-го, 18-го, воскресенье, воскресенье. в 6 часов. Все мероприятия фестиваля будут проходить в здании Государственного цирка. Начало 18 же, да? Да. Каждый день. Первый концерт 16 февраля в 19:00, так как это 19? пятница. Так как это пятница. И 17 февраля суббота в 6. Команда «Владивосток». 18 февраля гала-концерт в 6 часов. Я надеюсь, без задержек мы все это сделаем. Конечно, надо прийти, посмотреть, послушать, удовольствие получить, потому что такой состав еще, наверное, уже следующий фестиваль уже будет с другим составом наверняка. Уже Егор получил большой опыт, большой заряд бодрости, энергии. Я думаю, будем продолжать ежегодно, постараемся. Также хотелось бы сказать про мастер-классы. Да, и про спонсоров обязательно. Да. Вот, наш фестиваль является не только развлекательным, он еще и образовательным для специалистов в области музыкального искусства, и не только для студентов, для учащихся, и школы современной музыки, которую мы в свое время тоже организовывали, Дом музыкантов, да, и для колледжа музыкального, и для детских школ искусств. В общем, для всех, кто связан с музыкой, для любителей, будут проходить мастер-классы в здании цирка. Это, получается, нужно посмотреть, зайти на наши страницы, на сайте? Да, и на сайте. И, да. То есть объявление будет во время этого. То есть оно уже было. Завтра уже прилетает. Мастер-классы, да. Да, завтра уже прилетают гости. И, конечно же, о самых таких людях, которые поддержали нас, это ООО «Снежный» в лице известного якутского поэта, музыканта тоже, он пишет музыку. Ойгун Прокопьевич Май Майгы, у него псевдоним. Мы делали его концерт в прошлом году или в позапрошлом уже, сейчас точно не скажу, в Сахотеатре. Все артисты, очень много артистов нашей эстрады пели его песни. Вот. И я там принял активное участие, вместе тоже мы творчеством очень занимались, и они поддержали наш проект в плане финансовом, потому что это все равно очень такой огромные затраты, столько людей издалека привезти, дорогостоящие, плюс еще технически это все создать, да, то есть большая благодарность нашим спонсорам. ООО «Снежный», вы наши герои. Да, Джаз вас не будет. Будем дальше работать. Да, будем дальше. Тоже у нас есть, конечно, дальше планы на сотрудничество. Помогать друг другу, да. Вот. Такие вот дела. Билеты продаются в кассе цирка и в приложении «Мост». Вот наше приложение якутское. То есть через приложение можно онлайн купить билеты? Да, онлайн-билеты или же билеты в партер, они продаются у нас в кассе. В кассе цирка можно и то купить. То есть, если в кассу цирка придете, то не ошибетесь. И тоже вспоминая немножко предыдущие вообще джазовые движения, хотелось вспомнить тех музыкантов, которые вообще начинали, которые вообще ввязались в это дело. Кого вы сейчас могли бы назвать? Уже назван был Аял Малышев. Да, Аял Малышев. Он был руководителем первого нашего оркестра. Саксофонист, клавишник, он руководитель, получается, студенческого оркестра в колледже музыкальном. Сейчас, да? Да, он руководитель группы «Немного солнца», которая тоже примет участие. Он тоже будет принимать участие непосредственно. Вот. Петр Попов, бас-гитарист, тоже в этой студии мы тоже с ним много играли в последние, наверное, года 4, наверное. Вот. Я ему, конечно, пригласительные дал недавно на днях. Вот. Кто еще тогда был? Леонид Твердохлебов. Он тоже примет участие непосредственно, тоже будет играть и в группе «Немного солнца», и также он в составе джазового оркестра. То есть у нас такой больше гибридный такой состав,
и из старых составов. Ну, старых их так не назову, как бы не очень хорошо называть. Да, предыдущий. Составляет как бы цирковой же. Костяк составляет, да, цирковой оркестр цирка. Оркестр цирка, да, это Парфенов Валентин, Владислав Семенов, джаз-бенд Сейшн Клаб, Дима Винокуров. А вообще у нас оркестр джазовый состоит из артистов оркестра филармонии, то есть это профессиональные музыканты, дипломированные специалисты. Вот, оркестр театра оперы и балета, оркестр Национального театра танца, студенты высшей школы музыки, то есть совсем молодое поколение есть, там есть у нас чуть ли не 19 лет, 18. Но я сам 18 лет в цирк устроился, да. Я тоже, когда репетировал, удивился. Девчонки сидят там. А, да, и у нас девушки есть в оркестре, потому что это не такая большая, ну, то есть не так часто встречаются в джазовых оркестрах. Да. Девушки, женщины. Молодых, да, то есть у нас первая труба у нас девушка Анастасия Никулина, она руководитель группы «Самое время», вот, артистка театра оперы и балета. Вот, на саксофоне на втором альте, хотя можно было бы ее и посадить на первый альт. Вот, наверное, может быть, пересадим в будущем. На втором альте у нас Нарья, тоже артистка филармонии, получается, духового оркестра. Вот, то есть достаточно профессиональный. Вот такой вопрос. И вот вам самим нравится вообще вот все это движение? Ну, только на этом и держимся. Ну, то есть, пока что только на этом и держимся. Вот именно из-за того, что нам нравится, мы как бы делаем даже не благодаря чему-то, да, может быть, а вопреки. Да, вот, да. Вопреки там каким-то трудностям, там, каким-то сложностям, да. То есть, ну, сложно не значит невозможно. То есть, все возможно. Я знаю точно, как говорится в песне одной известной. Через любовь к музыке все. Да. Как и цирк. Ну вот я хочу поблагодарить вас за приятнейшую беседу, за очень познавательный материал. Просто напоследок можете пригласить. Ну, что сказать. Любите музыку, приходите и получите удовольствие. Не пропустите, тем более 3 дня идут. Мы раньше 1 день еле проводили, сейчас 3 дня. Поэтому всех приглашаем. Спасибо вам за эфир. Мы с вами прощаемся. Говорим до свидания. До послезавтра. Встречаемся в цирке, в Государственном цирке.